Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В Сосногорске объявлен срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Самые необходимые вещи на ваших экранах. Это детское питание, средства для гигиены и купания, одежда, в том числе теплая, пеленки, соски, игрушки, матрасы в детскую кровать, взрослое постельное белье и женские средства гигиены. Адрес центра сбора – город Сосногорск, Октябрьская, 7. Все вопросы можно задать по телефону, который вы видите на ваших экранах. Собранный гуманитарный груз будет передан в Сыктывкар для дальнейшей отправки в Курскую область. К другим новостям. Минувшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Горожане отметили День физкультурника и в очередной раз зарядились на победы. Как все прошло, расскажет Мария Лидовских. Солнечное утро субботы собрало на стадионе «Химик» профессиональных спортсменов, сторонников здорового образа жизни и просто любителей активного отдыха. День начался с еженедельной и уже ставшей традиционной общегородской зарядки. Стоит отметить, что проект «Зарядись на победы» с каждым разом становится все популярнее. Людей становится все больше и больше. Значит, уже присоединился и Верхний Ижемский, и Усть-Ухта. И там тоже количество людей с каждой зарядкой все растет и растет. А еще Нижний Одес, Пожня и Войвож. География проекта расширяется, и добрая традиция заряжает все больше людей. Очень рада, что проходят в городе такие мероприятия. Сегодня оно грандиозное, потому что я получила сертификат долгожданный. Я рада, что у нас в Сосногорске есть такой проект. Тут можно даже друзей завести на зарядке. Активная разминка плавно перетекла в праздник. К гостям мероприятия обратилась заместитель руководителя администрации муниципального района Сосногорск Наталья Кирсанова, которая от имени главы района поздравила всех причастных. Лучших представителей спорта нашего города и района отметили благодарственными письмами и дипломами. В их числе спортсмены, тренеры, наставники, работники отрасли физической культуры и спорта, ветераны спорта и спортивные волонтеры. Начинала я вообще работать педагогом, но во время, когда работала педагогом, мне зашли уроки физкультуры. Я поняла, что я себя хорошо чувствую, мне нравится этим заниматься, и мне нравится преподавать. И тут я решила переучиться, меня пригласили в отдел спорта. Первый раз вообще, наверное, за всю свою жизнь сталкиваюсь с тем, что можно работать на любимой работе и при этом быть здоровой. Вот это мне нравится очень. То есть я не убиваю себя, а наоборот оздоравливаюсь с каждым днем, поэтому я счастлива. Отрадно отметить, что сторонниками здорового образа жизни и спорта с каждым годом становится все больше молодежи. Тренеры и наставники дают воспитанникам правильный вектор дальнейшего развития в жизни. Я занимаюсь дзюдо с 5 лет, сейчас мне 18 лет, получается 13 лет занимаюсь дзюдо. Также занимаюсь самбо, участвовал на спартакиаде. Там мы выдавали эту футболку. Имею разряд кандидат в мастера спорта, что и по самбо, что и по дзюдо. Выступал на всероссийских и даже международных уровнях. Третий год баскетболом занимаюсь. С командой очень много призовых местов. Меня занимаем. Развлекательная программа праздника была очень разнообразна. Зумба-фитнес, йога и гвоздистояние, показательные выступления, веселые старты и многое другое. Каждый нашел себе занятие по душе. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Детская и юношеская библиотека приглашает своих читателей пройти полезные образовательные курсы. Такую возможность дает федеральный проект «Гений – это ты». В Сосногорске его курируют сотрудники ДЮБ. Раньше проект имел конкурсный формат. Конкурс проводился уже дважды. Победители получали доступ к обучению по направлениям креативных индустрий. Теперь же полезные знания предоставляются всем, кто имеет читательский билет детской и юношеской библиотеки. Ранее проект «Гений – это ты» был представлен как конкурсная программа. С этого года Российская государственная библиотека форматировала его и сделали креативную платформу «Гений – это ты», куда любой желающий, зарегистрированный в библиотеке, имеющий точку концентрации талантов, может прийти и пройти курсы на интересующую его специальность. На онлайн-платформе можно пройти курсы от лидеров сферы. Все материалы создаются совместно с действующими практиками и экспертами.
Первым стартовал курс «Менеджмент проектов в сфере культуры». Он подойдет как тем, кто только задумывается о реализации своей инициативы, так и действующим управленцам. Как создавать проекты, как создавать название для проекта, почему это важно, почему важно именно брать локальную идентичность в наших проектах и как вообще это работает. То есть обучение интересное, по окончании обучения будет выдан сертификат, плюс сейчас, так как активный период учебы, есть проектное сопровождение, то есть кураторы отвечают на вопросы, проверяют творческие задания. Активный период продлится до 20 августа, но материалы будут доступны и после него. Следующими готовятся курсы «Креативный туризм» и написание грантов. Обучение доступно читателям детской и юношеской библиотеки бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе «Гений – это ты». В этом году был принят указ президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Такой статус имеют семьи с 3 и более детьми. В нашем регионе он подтверждается удостоверением, установленным правительством Республики Коми. На какие меры соцподдержки можно рассчитывать, расскажет ведущий специалист-эксперт Центра социальной защиты населения Татьяна Зиновьева. При предоставлении мер социальной поддержки в составе многодетной семьи учитываются не только родные дети, но также пасынки, падчерицы, приемные дети, дети, находящиеся под опекой и попечительством. В составе многодетной семьи не учитываются дети, в отношении которых оба родителя или один единственный родитель лишены родительских прав в отношении этого ребенка. Также не учитываются дети, у которых наступила полная дееспособность, и они в результате эмансипации приобрели эту дееспособность или вступления в брак. Все члены многодетной семьи должны быть обязательно гражданами Российской Федерации. Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, но этот ребенок обязательно должен обучаться по очной форме обучения в образовательной организации. Какие же меры социальной поддержки гарантированы многодетным семьям? Первое – это компенсация на оплату жилого помещения, коммунальных услуг. Второе – это пособие, ежемесячное пособие на оплату проезда ребенка в пассажирском транспорте. Этот ребенок должен обучаться в общеобразовательной организации, либо обучаться по очной форме обучения в образовательной организации профессионального типа, либо это высшего образования. И эта организация учебная должна находиться на территории Республики Коми. Для семей, которые имеют 7 и более детей, есть такая выплата. Она выплачивается один раз в год, именно в учебный год она выплачивается на детей, на каждого ребенка, который учится в образовательном, получается, кто-то пойдет в образовательное, а кто-то учится, возраст которых от 6 до 18 лет. С 1 сентября 2024 года у нас тоже вводится еще одна новая мера социальной поддержки для многодетных семей. В чем она заключается? Дети, обучающиеся в школах из многодетных семей, будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием 1 раз в день. С заявлением о предоставлении данной меры социальной поддержки гражданам необходимо обращаться именно в образовательные учреждения, в которых учатся их дети. За выдачей удостоверения многодетной семьи, а также у некоторых граждан имеются удостоверения, у которых истек срок действия, они могут обратиться либо через портал госуслуг, либо, получается, непосредственно к нам прийти, либо через МФЦ. А теперь о других новостях короткой строкой. В конно-спортивном центре «Фортуна» провели соревнования по конкуру, посвященные Дню физкультурника. Событие прошло в 2 дня. Участие приняли спортсмены из Сосногорского и Ухтинского районов. Конно-спортивный клуб «Планета».
Сотрудники ГИБДД провели в городском детском саду номер 11 акцию «Зарядка со стражем порядка». Ее цель – привитие подрастающему поколению любви к спорту и здоровому образу жизни. Зарядка с малышами проводится на регулярной основе. Проводят мероприятия для юных сосногорцев и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Одно из них прошло накануне в детском санатории «Кедр», где отдыхают школьники района. С ребятами была проведена беседа на тему соблюдения правил пожарной безопасности и умения действовать в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание было уделено основным причинам пожаров и их последствиям. В историко-краеведческом музее Сосногорска откроется республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года». Гостей и жителей города приглашают посетить культурное событие и принять участие в мастер-классах 16 августа в 14:00. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни сосногорцев ждет похолодание. Температура днем 14-16 градусов, в ночные часы 10-15 градусов тепла. Погода будет дождливой, ветер усилится, пасмурная либо переменная облачность. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до встречи! Работайте, братья, победа будет за нами. МЧС России предупреждает: не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России.